Здравствуйте, мои дорогие любимые! Сегодня мы с вами погадаем на вот такой вот очаровательной лестнице в парке на замечательную тему «Исполнится ли задуманное?». Но так как этот способ я хочу показать впервые, то это на одну позицию расклад, потому что он такой довольно интересный, да, и объемный, и вы можете сами поучиться, как делать такой расклад. То есть я вам покажу. Плюс это метод, называется метод Никола Теслы. Поэтому ознакомьтесь. Вот сейчас вам нужно задать вопрос картам и получите ответ. Гадать мы с вами будем на оракуле манифестации. Это вот такой вот очень крутой оракул, интересный. Вот. И вот именно в нем описано в книге вот этот метод Николы Теслы гадания, да. Сейчас я объясню. Вы задаете вопрос. Вообще можно любым картам, то есть метод действует абсолютно для любых карт, но тут вот у нас вот такие очень интересные карты, красивые-прекрасивые, да. Вот вы задаете любой вопрос, любой. Что сбудется ли что-то в вашей жизни? Ну там, не знаю, перееду ли я до конца года, или выйду ли замуж в следующем году, да. Конечно, на 2 месяца и на 3 не стоит задавать вопрос, выйдете ли вы замуж, если у вас даже нет мужчины, допустим. Но вам нужны какие-то адекватные вопросы. Вот. Но оракул сразу и подскажет, если что, способ. Смотрите, вы достаете сначала 3 карты. 3 карты. 1, 2 и 3. Вот. И нужна, значит, бумажка и ручка. И вот смотрите, вот у меня есть такая бумажка, есть ли у тебя желание, да? Вот давайте сюда и запишем ваши первые 3 номера. Ну, если у вас карты Таро, допустим, да, то вы записываете там, допустим, валет пентаклей, там, да, и король там кубков, и там 10 мечей. Ну, я просто говорю. Любые примеры, да, любые абсолютно. Смотрите, значит, вы записываете 23... 11, ой, это 11, да, 11 и 2. Все. Это точно 11? Да, 11. Потому что я путаю 44 и 11, из-за того, что у меня очки только на -2. Вот, смотрите, все, вы, значит, записали для себя, запомнили, какие у вас карты. Ну, я вам, конечно, сейчас расскажу, что это за карты. Вот, значит, первая карта у нас показывает, что у вас есть талант и креативность. Ну, то есть то, что вы спросили, да, это может тоже влиять, вот то, что предсказывают эти карты, что у вас есть талант и креативность. Значит, вы с помощью своего таланта, своей креативности можете это осуществить. Вторая карта я привлекаю безусловную любовь. То есть безусловная любовь – это любовь Всевышнего, любовь, так скажем, всех существ друг к другу, да, всего мира друг к другу. И также и есть, безусловно, любовь между людьми, то есть любовь, когда ты любишь не за что-то, а просто от души. И следующая карта, она у нас с вами показывает, значит, что вы получаете определенную сумму денег непредвиденно, то есть совершенно неожиданно, да. Получается, что вот эти уже способы, как сказать, охарактеризовывают тот момент, как вот осуществить ваше желание. Но самое главное не в этом. Смотрите дальше. Теперь мы перемешиваем все эти карты, да, перемешиваем. Вот вы записали первые 3 карты. Значит, дальше вы перемешиваете карты. И вытаскиваете теперь 6 карт. Все, значит, 6 карт вытаскиваете. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Видите? Все, значит, 3 вытащили, потом 6. И опять записываете, да, какие номера у вас выпали. Значит, тут у нас 20, 13, 3, 8, 39 и 10. Все. И опять же, я, конечно, хочу рассказать, а что они значат. Ну, это просто для вас, чтобы вы понимали, да, насколько это влияет на вашу жизнь и на ваши вопросы, на ваши желания. Значит, смотрите, первая карта показывает, что у вас есть работа, которая вам нравится.
Вторая карта, значит, показывает, что вы позволяете себе выйти за рамки ваших ран и ваших страхов. Значит, третья карта говорит о том, что вы принимаете, что ваши тени выходят на свет. Да, иногда мы, бывает, имеем какие-то не только позитивные, но и негативные эмоции, естественно. Дальше, значит, следующая карта показывает, что вы заслуживаете процветания. Вот, дальше, значит, наша карта, вот эта 39-я, она показывает, что вы на правильном пути. А 10-я карта говорит, что вы финансово независимы. То есть, опять же, да, это очень влияет на ваш вопрос. И теперь мы опять перемешиваем все карты. Опять перемешиваем все карты. То есть вы можете брать там Ленорман карты, Кипер, да, любые, для того, чтобы это все осуществить. Руны. Но мы взяли уже эту колоду. Она очень такая говорящая. И теперь вы выкладываете 9 карт. Теперь 9. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Все. Вот смотрите, у вас, значит, 9 карт. Теперь вы записываете их номера опять, да? Значит, 23, 31, 34. Так, следующий, значит, 8, 22 и 9, да? Так, 8, 22, 9. Дальше, значит, 39, 13, 29, да? 39, 13, 29. 39, 13, 29. Записали. Сейчас я вам сначала расскажу, что означают эти карты, чтобы вы понимали, как это влияет на ваше желание и на ваш вопрос. Значит, как вы помните, 23-я карта, у вас есть талант и креативность, да? Дальше у нас 31-я, ваши мечты сбываются. 34-я показывает, что грядут позитивные перемены. Дальше, значит, дальше у нас 8-я получается, что вы заслуживаете процветания. 22-я показывает, что вы чувствуете себя хорошо в своем теле. 9-я, что вы воплощаете миссию своей души. И дальше, значит, смотрите, 39-я у нас, как вы помните, что вы на правильном пути, да? 13-я, что вы позволяете себе выйти за рамки ваших ран и страхов, как вы помните, она уже была. И 29-я, все, что вы делаете, дает результаты. Хорошо. Теперь мы должны с вами вспомнить о том, что у нас записаны номера. И вы сравниваете, а какие номера у вас совпали. Правильно? 23-й номер совпал. 8-й номер совпал. Да? Дальше, значит, 13-й номер совпал. 39-й тоже. Видите? Что еще совпало здесь? Есть ли еще совпадение? Давайте посмотрим. Больше совпадений я не вижу. Значит, карты 8, 13, 23, 39 – это самый главный ответ на ваш вопрос. Давайте их выберем, да? Давайте их выберем. Значит, 8, 23, так, 13 и 39. Сейчас я вам предоставлю. Вот карты, которые отвечают на ваш вопрос. Видите? То есть, что же будет именно по событиям? Как произойдет осуществление и произойдет ли оно? Правильно? Мы все условия посмотрели для того, чтобы осуществилось то, что вы спрашиваете. Но сейчас мы посмотрим, осуществится ли оно. Итак, первая карта, что вы заслуживаете процветания, совершенно точно об этом говорит. Вторая карта показывает, что у вас есть талант и креативность. Если вы проявите талант и креативность, а вы заслуживаете процветания, конечно же, ваше желание исполнится. Но нужно подходить нестандартно к вопросу.
Дальше значит, что вы позволяете себе выйти за рамки ваших ран и страхов. Да, вас что-то блокирует, да, что-то мешает вам исполнять это желание. У вас есть страхи, у вас есть раны, внутренние переживания, какие-то блоки, да, подсознательные. Но вы можете выйти за рамки этих блоков. Вы можете выйти за рамки ваших страхов, и у вас все получится. И 39-я карта показывает, номер 4, да, что вы абсолютно на правильном пути. Понимаете? Вы на верном пути. А теперь посмотрим совет, как вам действовать сейчас, чтобы это все осуществилось. То есть у вас, да, действительно есть все шансы для того, чтобы осуществить то, что вы задумали. Есть все шансы. Но я вам уже ответила, да, что просто нужно преодолевать себя. И совет для вас, самое главное, совет, да. Итак, в качестве совета у вас выпала, получается, 11-я карта, да, она у вас вроде бы даже попадалась, что вы привлекаете безусловную любовь. Вот эта карта, она очень важна. Вам нужно понять, что мир безусловно любит вас, что мир готов вам содействовать, что мир готов делать что-то для вас. Если вы отвечаете ему безусловной любовью, он тоже безусловно будет вас любить, без всяких условий. Не нужно миру ставить условия для любви, и не нужно ставить условия для себе, да, для того, чтобы любить этот мир. И вы почувствуете, что ваше желание исполняется в нужный срок и так, как вы хотите. Ну вот такой ответ сегодня был для вас. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Оцените это видео, ставьте лайк, пишите комментарий, смотрите как можно дольше. При подписке на канал поставьте обязательно колокольчик, чтобы все новые видео выходили сразу же у вас. И очень благодарю всех за донаты. И, конечно же, прошу поддержать канал. Всем пока и до новых встреч.